Наша Родина – Россия. 80% жителей – русские. А это 20% России. Будут русские, будет и Россия. Хаумолов, хурматле милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики канала, сторонники независимого Башкортостана. Продолжаем разбирать так называемых хороших русских, или, как я их называю, московских псевдолибералов. Почему хорошие русские? Ну, потому что как-то на одном из форумов один из лидеров российской оппозиции, Гарри Каспаров, назвал их так сам, хорошими русскими. Но с тех пор данное прозвище за ними закрепилось. Созрела необходимость для политического представительства европейских русских, хороших русских, находящихся сегодня в эмиграции. Кто первый сделает мерч нормальный, хороший русский, тот тоже, наверное, получит каких-то плюшек. Почему московские псевдолибералы? Потому что на самом деле практически все лидеры так называемой российской оппозиции, все лидеры общественного мнения, они практически все выходцы из Москвы. И даже те, которые на самом деле родились и прожили какое-то время в регионах, как, допустим, Леонид Волков в Екатеринбурге, потом все равно они все приехали в Москву и там прекрасно жили, шиковали, организовывали мероприятия, акции свои, получали гранты, взаимодействовали прекрасно с путинской администрацией. Продолжайте, пожалуйста, поддерживать, если вам это нужно и это вам интересно. И присылайте, конечно, сладкие подарки, если они у вас еще остались. О, так вот. А потом, когда уже стало совсем плохо, уехали. Именно поэтому они московские псевдолибералы. А почему псевдолибералы, да? Потому что настоящий либерал, он за права и свободы. В том числе за право нации на самоопределение. То есть он не против. Настоящий либерал никогда не будет против того, чтобы тот или иной народ, который находится в колониальной зависимости, в рабском униженном положении, чтобы он стал независимым государством. Чтобы этот народ получил свободу. Настоящий либерал никогда не будет против. Эти же против, открыто высказываются за то, чтобы народы оставались в составе Российской империи. Мало того, еще и угрожают. И когда они выступают на различных международных форумах, мероприятиях каких-то, да, конференциях, они там пытаются говорить от имени всей России. Якобы представляют всю Россию. Хотя, допустим, мы, башкиры, им таких полномочий не давали. А они пытаются говорить от нас. Чеченцы не давали им таких полномочий. Буряты, якуты, марийцы, удмурты, карелы, эрзя, ну и так далее, и так далее. Никто им таких полномочий не давал. Я не видел ни одного заявления от Айрат-Калмыцкого национального движения, или от Дагестанского национального движения, или от Ингушского национального движения, чтобы они сказали, вот мы даем право российским оппозиционерам, которые выступают на международных площадках, говорить от нас. Нет, никто им такого права не давал. И не будут давать, потому что они не представляют эти народы. Потому что российские оппозиционеры открыто выступают против независимости национальных республик. Давайте посмотрим отрывок из эфира, где известная татарская журналистка Фарида Курбангалиева берет интервью у известного украинского журналиста Виталия Портникова. Тогда вот еще что спрошу. Тот же самый Михаил Ходорковский, когда приезжал в Прагу и встречался здесь, значит, с диаспорой российской, когда его спросили, как он видит возможность распада России после завершения войны, вот как он собирается реагировать на это, если вдруг и если он станет главой государства, он ответил так. Меня, честно говоря, его ответ шокировал. Он сказал, что, значит, национальные республики могут провести референдумы, но если по итогам этих референдумов станет понятно, что большинство, проживающие в этой национальной республике, против выхода из состава России, тогда, сказал Ходорковский, я буду готов удерживать этот регион в составе России силой. Ну, то есть, видимо, с помощью, я не знаю, там, военных, техники, видимо, тех самых военных, которые вернутся из Украины. А вот смотрите, например, взять Бурятию, да, ту же самую. Там бурят только 30% от населения. Да, то есть они, в принципе, в меньшинстве. Ну, то есть получается, что решать судьбу Бурятии будет Будут русское русские. большинство. Да. Фарида Курбангалиева говорит о том, что она видела своими собственными глазами, слышала своими собственными ушами. А именно, как выступление Михаила Ходорковского на одном из форумов в Берлине о том, если вдруг
Михаил Ходорковский станет во главе России, президентом там, или временно управляющим и так далее, и та или иная республика захочет вдруг отделиться, объявить о своей независимости, то она обязана будет провести референдум. И если большинство населения выскажется против независимости, против отделения, то она, получается, остается в составе России. И даже если коренное население, которое находится в меньшинстве в данной республике, будет продолжать выступать за независимость, будет пытаться бороться, то тогда Михаил Ходорковский введет туда войска и будет удерживать данную республику силой. О чем это говорит? Это говорит о том, как правильно говорит Фарида Курбангалиева, что вот, допустим, если взять Бурятию, то бурятов в своей республике в результате постоянного переселения колонистов русских на сегодняшний момент стало меньше 50%, а точнее даже там 30 с чем-то. Русских там больше 60%. О каком референдуме может идти речь? Даже если все буряты 100% проголосуют за независимость, то они в любом случае проиграют, потому что практически все русские всегда выступают против независимости. Они не хотят отделения национальных республик. Они не хотят, чтобы эти национальные республики стали независимыми государствами. Получается, никаких шансов у бурятов нету. В том числе, как нету их у карелов, которые в результате таких вот переселений колонистов сегодня осталось их 5,5% всего в своей республике. Как и адыгов, которых 20% в республике. Как и марийцев, удмуртов. Все они в меньшинстве. И даже в республике Башкортостан русских больше, чем башкир. Хотя, к счастью, не больше 50%. Они чуть-чуть превышают башкир по численности. Мы против каких-либо референдумов, потому что это неправильно. Коренные народы не просили никого переселяться к ним. И сегодня, когда в тех или иных республиках русских больше, то никакие референдумы просто невозможны. Что тогда будет делать Михаил Ходорковский? То, по словам Фариды Курбангалиевой, она, кстати, была возмущена тем, что говорит Ходорковский, а я, в принципе, доверяю Фариде Курбангалиевой, доверяю тому, что она услышала, и то, что она говорит, я ей верю, у меня нет оснований ей не доверять. Так вот, Михаил Ходорковский сказал, и мы все это слышали здесь, да, что он будет удерживать данные республики силой. Чем он отличается от того же Ельцина? Ельцин был царем таким, знаете, великим и в том числе великодушным, и одновременно очень жестким и бесконечно трепетно относившимся к своей власти. Ельцин когда-то в свое время, в начале 90-х, кстати, о 90-х те же самые московские псевдолибералы вспоминают с теплотой, как о времени, когда была какая-то демократия, работали законы, были оппозиционные СМИ. Так вот, тогда Ельцин в начале 90-х ездил по национальным республикам и уговаривал их остаться в составе России. Мы говорим башкирскому народу, народам Башкирии, мы говорим Верховному Совету, правительству Башкирии, вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. И мы согласимся с этой волей, с этим решением. Мы не будем ни в коем случае препятствовать. Если вы решите, недра, богатство, земля, Башкирия — это собственность народов Башкирии, значит, так оно и будет, и Верховный Совет России ни в коем случае не будет этому препятствовать. Об этом видео знают все практически. Когда Ельцин в Уфе, в столице Республики Башкортостан, говорил о том, что берите власти сколько хотите, чтобы все недра Республики Башкортостан, ее природные богатства оставались в республике, были достоянием всего народа Республики Башкортостан. Мы будем с этим согласны. Да, знаменитые слова, да. Он это говорил, мы все это помним. Что потом стало? Мало кто видел видео, которое сейчас мы посмотрим, где Ельцин говорит уже немножко по-другому.
берите суверенитета столько, сколько можете. Но вот слово «можете» как раз и заложен очень глубокий смысл. Сколько можете. Не берите больше, чем можете. А то надорветесь, как Чечня. Взяла больше и надорвалась. Итак, что мы здесь увидели? Что уже Ельцин, человек, у которого уже больной, видно по нему, еле разговаривает, который уже определился с преемником, с чекистом Путиным, говорит о том, что берите столько суверенитета, сколько сможете, только не надорвитесь, как это сделала Чечня. Что он сделал с Чеченской республикой, мы все прекрасно знаем. Он ее утопил в крови. Это вот слова либерала, хорошего русского, когда он сперва говорит одно, делает совершенно другое, и силой, через кровь, через убийство, через разрушение заставляет народа оставаться в колониальной зависимости в составе этой Российской империи. Ходорковский то же самое пытается сделать сейчас. И будет делать 100%. Поэтому для нас, для народов России, для национальных республик, Ходорковский, конечно же, враг. Враг, имперец, который мы прекрасно видим и знаем по его словам, по его выступлениям, что он будет нас топить в крови. Какой выход из этой ситуации? Из этой ситуации выход только один. Я считаю, это он самый правильный выход. Это нужно сделать так, чтобы все субъекты Российской Федерации, все 84 региона на момент 2014 года, конечно же, те захваченные регионы, как Крым и остальные регионы Украины, должны вернуться, несомненно, Украине. Так вот, оставшиеся 84 региона должны получить все независимость. Россия должна распасться на 84 независимых государства. А уже потом кто-то захочет объединиться, пусть объединяются, пожалуйста. В Центральной России там областя захотят объединиться в одну какую-либо русскую республику или вновь там Россия она будет называться, неважно. Пожалуйста, пусть объединяются. Захотят регионы Сибири объединиться в сибирские штаты, пожалуйста, это их право. Захотят национальные республики Кавказа объединиться в какую-то федерацию или конфедерацию, пожалуйста, это их право. Но на добровольной основе. Каждая республика, каждый регион сам должен определять, хочет он с кем-то соединяться, объединяться, вступать в союзы или нет, сами должны решать. Жители этих регионов, этих национальных республик сами должны это решать. Только так мы сможем мирно, бесконфликтно прийти к согласию. Вся Россия распадается на 84 региона, а потом каждый регион решает, как ему дальше жить. Лично мы, Республика Башкортостан, пойдем своим путем. Мы давно мечтаем о независимости, о свободе, о построении своего собственного свободного государства, независимого государства. И мы обязательно этого добьемся. На этом все. Уважаемые подписчики, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, распространяйте это видео. Заходите на мой телеграм-канал, тот самый из Башкорт, подписывайтесь на него, заходите на мой сайт, ссылки все будут в описании. Все, кто хочет помочь мне финансово, тоже может это сделать по ссылкам в описании через PayPal или через криптовалюту. На этом все. Спасибо большое. И я считаю, что очень важная задача, которую решает российский режим, это превращение России в мононациональное государство. Я не знаю, замечаете ли вы, но то, что происходит с точки зрения демографии, практически уничтожает народы России. Если эта война будет продолжаться еще несколько лет, большая часть людей, которые могли бы, так сказать, быть генофондом для народов, других народов России, кроме русского, будет в этой войне перемолоты. Я считаю, что они это делают сознательно. Вот мне рассказывают всякие сказки о том, что они просто берут людей из бедных регионов, из сельской местности. Это не так. Когда Путин стал президентом России, они стали осуществлять совершенно невиданную доселе политическую программу. Когда они тотальной русификации народов России. Вот то, о чем говорил Жириновский с 90-х годов прошлого века. И то, что касалось полным безумием.